Пачну гэтую размову, таму што тэма наша балючая. Гэта ўсё ж Сергей Коваленко, і наши намаганні, яны, лічыце, што амаль што не далі плёну. Я, па-перше, спадзявалася все-таки, что там ён уже як-то его выводит. Я же не ведала, это же для меня так само новиной заявилось, то, что он все-таки притягивает голодовку. Он страсил около 30 килограмм. Сегодня мне подтвердили эту информацию, что зараз около 55 килограмм. Конечно, для Сергея это критично. Коли Сергей весил там, за 80, 83, 84, вот такие вес, то 55, конечно, для Сергея это страшно. Нема нічога даражэй за жыццё. Нема нічога. І калі ён веруючы чалавек, ён павінен добра асэнсоўваць і ведаць, што ён ідзе на самазабойства. А самозабойство – это великий грех. Александр Матросов зажал в зубы гранатку и полез. Да. Вот у него сейчас ситуация, по крайней мере, в его мозгах, насколько я понимаю, это примерно вот так. Не дай Бог, конечно, тое, что до чаго ён ідзе, яно здарыцца. Не дай Бог. Что нам рабіць? Нам паўстаць каля гэтай лякарні, нам паўстаць на гэтых пікетах, нам паўстаць сказаць: «Страляйте, сволочи! Забили одного, забивайте и нас». Забьют с задовольнением. Кто будет далее, что робить? Может быть, в Минске, там, возле тюрьмы, какую-нибудь акцию, такую серьезную, массовую провести. Но, по-моему, это тоже на ход машины особо не повлияет. Я могу скласть любую скаргу. Могу подписать любую коллективную скаргу за Коваленко. Але у меня есть передумова. Я патрабую, каб ён спыніў галадоўку. Калі ён галадоўку не спыніць, я нічога подписывать не буду и ничего робить не буду. Это однозначно. Моя передумова. И я не прошу, як Івонка Сурвіла и Пазняк, а я патрабую. Ён павінен спыніць галадоўку. Все. Толькі тады я буду нешта для яго рабіць. И писать паперы, и посылать в прокуратуру, и куды заўгодна, хотя я эту банду не признаю. Але на кон поставлено жыццё, я буду гэта рабіць. Но передумова жесткая. И гэта павінна не просто быть ля-ля, а ў газете журналисты павінны паведаміць, что Сергей Жонцы паведаміў, что ён спыняе галадоўку. Слухайте, была цидулка от легендарного Мирона. Я и он повинен был обдумать это все, потому что все, чего он домогся, он фактично обовязан легендарному Мирону и особисто мне. Так вот, коли он, поважая этих людей, усих, он повинен принять такое решение. Вот какие слова? Что, Сергей, ты ведаешь, что як оно выглядает? Такие слова треба ему сказать, что ты выше за Сурвилу, выше за Пазняка. Так отрымливается, да. Выше за своего наставника Хановича. Да. Хотя я разумею, я зараз сама кажу, и мне хоть бы народ накинуть замок, ведаешь? Потому что это мы размовляем, мы тут некие там гэтые самые инсинуации и так далее. А яму были на тым месте. Конечно. И коли он вершал какие-то умовы, я же это ничего не ведала, что там камера меньше за карцер, и коли 70 он там был изоляции. Даже там пройти, там проходишь Боковского, там даже немагчыма нормально пройти, немагчыма только сидеть и лежать. Наши гражданские акции «Свободу Коваленко», они ничего абсолютно не... То есть гражданские акции «Свободу» другим полизекам они тоже ничего не... Мы можем проводить эти акции, но это скорее акции будут не для того, чтобы ему судьбу облегчить, а для того, чтобы себя пропиарить. Нужно проводить максимально возможное количество акций. Только я считаю, что эти акции обсуждать ни с кем не нужно, есть структуры. Давайте телеграмму пошлем Сергею. От своего имя, от присутных. Да. Это будет наше, то, что мы зараз можем сами зробить, не оттягиваючи. Коротко я пишу. Поважаний Сергей, твоє життя належить нам усім і Богу. Мы потребуем, каб ты захаваў яго для агульнай справы, для сваёй сям'і. Так. Неадкладна спыні галадоўку. Все. И добро, все. У меня перечня нема. Все. Нет, все. Добрый склад. Остается только поддерживать. Алена, вот эту працу ты повинна заробить. Вот эту телеграмму повинна. Добро. Все.